В последнее время было много разговоров о татарах, в том числе мы сами тоже участвовали в таких передачах. И сейчас выяснилось, что многие интерес проявляют к этим передачам, но вопросы задавались, и мы поняли, что еще можно ряд сюжетов новых освещать. Некоторые проблемы мы поднимали до сих пор, некоторые походе только затрагивали. Но вот из интересных проблем есть один клубок вопросов, связанный с сибирско-татарско-поволжско-татарскими связями. Сейчас стали даже разговаривать о том, что сибирских татар может быть совсем другой народ, хотя как этнограф, поработавший во многих деревнях сибирских татар, это отрицаю, потому что есть глубинное родство культур и языков тоже, татар Волго-Уральского региона, сибирских татар. Но, конечно, специфика у сибирских татар есть. Но сегодня я хотел бы немножко поговорить. Вот у нас тут Зайтнаб Таршетовна сидит, известный этнограф из сибирских татар. Она происходит от бухарцев, может быть, скажет по пути. Вот по поводу возможных сходств и отличий сибирских и поволжских татар, и на чем базируется сходство в культуре, в языке, и на чем, может быть, базируются различия. Но, предваряя вопрос к ней, я хочу сказать, что на самом деле сибирские татары являются подлинными татарами, в широком смысле этого слова, потому что генетический анализ, который проводили вот мои друзья, обнаружив во внутренней Монголии, в Китае, племя татар, которое же по-монгольски разговаривает, привезли этот генетический материал, и анализ показал, что две группы татар имеют наибольшее сходство с этими старинными татарскими кланами. Это сибирские татары и татары Мишари некоторых районов. Это говорит о том, что вот сибирские татары стоят где-то на исходных рубежах продвижения, я бы сказал, старых татар. Но на самом деле много других материалов, которые показывают, что контакты между татарами Поволжья и Приуралья и сибирскими татарами продолжались длительное время, и эти контакты наложили, конечно, свой отпечаток. Вот, Зайтнаб Таршетовна, как вы считаете, вот на ваш взгляд, сибирской татарки и ученого, такие проблемы, как надо освещать и вообще как анализировать, и к какому выводу можно прийти? Я думаю, что вопрос по поводу сибирско-татарской идентичности, который вы сейчас подняли, он достаточно сложный, и такой однозначный ответ на него, наверное, дать нельзя. Потому что если говорить по поводу сибирских татар и по поводу того, что это отдельная нация, отдельный народ, этот вопрос поднимается и сейчас, и имеет довольно-таки долгую историю, и не только, опять же, в каком-то таком обывательском плане, но и в плане, опять же, и исследовательском, потому что вы знаете о том, что такие этнографы, как Фаат Тач Ахмедович Валеев и Николай Аркадьевич Томилов в свое время, они заложили, по большому счету, вот такую вот основу вот данной научной теории о том, что сибирские татары являются самостоятельным этносом, который имеет свой язык, свою историю, свое происхождение и имеет определенные отличия от поволжских татар. Но мне кажется, что вот эти вещи, связанные с данной научной теорией, они, естественно, конечно, формировались в советскую эпоху и на определенном этапе развития и исторической, и этнографической науки. Мне кажется, что на этот вопрос можно посмотреть несколько иначе, с позиции, опять же, разработанных уже несколько позже, 80-е, 90-е годы, позиций, связанных с клановой организацией средневековой татарской общности. Она была разработана, опять же, и вами в том числе, и известным американским, ныне казахстанским ученым Юлаем Шамиль Аглу и рядом других зарубежных исследователей.
И думается, что эта теория, она имеет, безусловно, конечно, свои подтверждения. Дело в том, что я занималась изучением э, служилых татар сибирских. И эти исследования, в принципе, показали и дали выход на средневековую историю, которая показывает о том, что как раз вот сибирско-татарская общность, назовем ее так, средневековая, она состояла из двух основных этносословных страт, так же, как и в других государствах тюрко-татарских, как и в Астраханском, как и в Казанском и прочих. То есть из группы татар, собственно, татарской страты, и исачных, черных людей. И эти страты, они имели разное происхождение в основе своей. Безусловно, конечно, что среди исачных татар там были, естественно, конечно, и, собственно, тюрки, татары, но что говорим, если мы говорим по поводу страты татарской, феодальной, то военнослужилой, то как раз эта страта, она формировалась и была во многом, конечно, общей для вот этого всего тюрко-татарского мира. Вот интересный вопрос. Кстати, и на эту тему сейчас можно поговорить отдельно. Это весьма глубокая проблема, еще недостаточно изученная, но есть уже кое-какие находки. Но для начала я хотел бы сказать о двух уже готовых результатах исследований. Скажем, известный московский историк Вадим Викторович Трепавлов пришел к выводу, что еще до прихода Кучума те князья, которые правили в сибирском юрте, это клан Таймугидов, стали вассалами казанского хана Сафагирея. Очень интересно, никто об этом вот до сих пор не задумывался, почему именно Таймугиды пошли к казанским ханам. Я думаю, что это совершенно не случайно, и есть более ранние связи между сибирскими юртами тюркскими и поволжскими. Вот, например, мы знаем, что в 1496 году Шибанид Мамук пришел с нагайцами и даже сел на Казанский престол. Но он там усидел недолго, однако посидел. И вот возникает вопрос, с чем все это связано? Почему сибирские правители проявляли интерес к Поволжскому ханству Казанскому? И когда начинаешь этот вопрос исследовать, выясняются весьма любопытные детали. Оказалось по источникам, что во времена хана Абулхаира, который тоже из шибанитов был, и у него в начале столицы была в Чимгитуре, то есть со времен Тюмени, там находился город, некоторое время Абулхаиру подчинялся город Болгар, Алатырь, и даже Мордва Мокша подчинялась. То есть были поволжские контакты у хана Абулхаира, и поэтому даже исходя из данных фактов возникает вопрос, откуда вот этот поволжский хвост у событий, которые связаны с несколько другим регионом. И можно сказать, что эти связи весьма старые. Вот, например, есть такой случай, который происходил на развалинах города Болгара. В 1844 году один из казанских ученых, у него фамилия Кавелин, поехал туда с исследовательской целью, и он видит, что сидят татаро-паломники и молятся. Он спросил, кому вы молитесь? И они перечислили ряд имен, но кроме того, что они имена перечислили, они назвали имена некоторых ханов. И что самое интересное, среди ханов, которые сидели в Болгарах, они назвали Шибана. Вот это любопытно, потому что кроме этого материала есть еще турецкие материалы. Вот, Катип Челеби, известный турецкий историк, тоже говорил и писал, что народ болгарский подчинялся Боярке хану, то есть Берке и Шибану. И вот если пойти вслед за этими материалами, можно обнаружить еще более интересные данные, которые говорят о том, что знаменитый Шибан, который имел прямое отношение к Джучи, участвовал во времена монгольского нашествия 1236 года во взятии
булгарского государства, территории булгарского государства. И потом Шибан со своими отрядами участвовал в завоевании Крыма. И из крымских данных остались некоторые материалы, которые говорят о том, кто был в подчинении у Шибана. Весьма интересно, у него в подчинении был клан Буркут, это надо запомнить, Кунграт, Уйшан, назывался, правда, тогда этот клан Тюмень. И вот если пойти вслед за этими кланами, то мы обнаруживаем, что они потом, эти кланы, находились вот в войсках Абулхаира в 15 веке. И некоторые из них прямо сидели в Приуралье. Например, татарская старинная легенда говорит о том, что там, где располагался город Уфа позже, был столичный город Кунгратов. Легенда прямо гласит, что они оттуда шли в Среднюю Азию, где до сих пор есть город Кунграт. И вот возникает такой ряд информационных поводов, анализ которых позволяет говорить о том, что, по-видимому, после монгольского завоевания, когда Золотая Орда возникла, восточная половина Волжской Булгарии, с Приуральем, имейте в виду, вошла в подчинение Шибану. И он некоторое время сидел в городе, скорее всего, не в Болгарах, а сидел в Белярске, где находился вот город Беляр, великий город, который монголы взяли и разрушили. Но мы знаем из археологических данных, что после разрушения Беляра рядом был воздвигнут новый город. Значит, Шибан мог там сидеть. И о том, что такие связи имелись, говорят и другие татарские легенды. Вот я просто про одну легенду скажу. Зайтнатаршин тоже знает об этом. Есть старый татарский источник 17 века Дафтари Шингизнаме, где содержится рассказ о временах завоевания Тимура. И там сказано, что когда Тимур завоевывал Болгары, там сидел Габдулла хан, и у него было двое сыновей – Алтынбек и Алимбек. Вот про Алимбека есть упоминание о том, что когда вот эти двоих людей знатных переселили из Болгара в Иска-Казань для того, чтобы они не пропали во время завоевания, а скрылись, один из них, Алимбек, не возлюбил старую Казань и удалился в Тобол-Туру. То есть он ушел на территорию будущего сибирского юрта. Между прочим, Зайтнатарша скажет, есть и такое село с таким названием в Тобольском регионе, но, скорее всего, подразумевается вот будущая столица Сибирского ханства Искер в данном случае. И так как вот эти контакты уже более позднего времени, получается, что между двумя регионами были перемещения населения и знатных лиц. Ну, надо понимать, что чингизидское пространство золотоордынское было общим владением всех чингизидов. И один чингизид мог пойти на другую территорию, сесть в другой юрт, но обычно он с собой брал свои кланы. И поэтому, когда происходило перемещение одного чингизида с одного места на другое, он приводил с собой своих людей. Свой улус. Да, свой улус. Обычно эти улусы были четырехчастные. И вот в сибирском юрте некоторые следы этих поволжских кланов тоже имеются. Так ведь, Наташа? Я с этим согласна, конечно. Да. Но вот здесь вот на что хотелось бы еще обратить внимание. Дело в том, что, Дамир Андреевич, вы совершенно правильно сказали по поводу того, что были эти перемещения, эти связи очень тесные. Но, опять же, обращает на себя внимание, что не только тот же самый Абулхаир брал Исаак, допустим, тех же булгарских земель, но, опять же, вы в своих работах говорили по поводу того же самого Хаджи Мухаммада, у которого тоже власть распространялась и на территорию не только современной Башкирии, но и распространялась также и на территорию Булгара, и еще более ранние, получается, вы привели только что сведения, уже касающиеся 14 столетия. Да. То есть эти моменты говорят по поводу того, что тот же самый Мамук, тот же самый, получается, Ибак хан или Ибрагим иначе, они же претендовали, по большому счету, на, опять же, на владение. Не да. Казань претендовала, а именно... Кстати,
Сибирь претендовала Про в лице Ибрагима тюменских есть и- новые данные, которые говорят о том, что он, может быть, даже по Волжье посидел на престоле. Не исключено, что он занимал престол уже разрушаем сарай, а есть некоторые данные, что, может быть, Болград даже посидел. Это новые данные еще, которые требуют проверки, но такие связи действительно имелись. Но вот здесь я хочу еще один такой сюжет вклинить в наш рассказ. Есть еще данные конкретные вот о буркутах. Кстати, я сам вот сначала думал, что знаменитая династия Тайбулгидов, которая основала фактически сибирский юрт, они были там правителями. Думал, что сначала, что они были салжигутами по клану принадлежности. Но сейчас я пришел к выводу, что это были буркуты. То есть это тот клан, который был еще Шибаном. Но самые интересные следы буркутов находятся в Приуралье. Вот, скажем, на территориях Северного Башкортостана, это бывший Бирский уезд, там есть несколько упоминаний буркутов в генеалогиях, в том числе вот в генеалогии нашего известного драматурга Резы Ишмурата тоже есть буркутский след. Но еще более любопытно, вот есть же у нас постоянный спор с башкирскими коллегами по поводу так называемых гайнинских башкир. Ну, это вот Бардымский район современный Пермского края. И вот оказалось, что знатная часть гайнинцев совсем другое происхождение, чем рядовые гайнинцы. И обнаружилось, что та страта княжеская, которая была у гайнинцев, на самом деле происходит от буркутов. Это племенный атрибут тоже показывает это. И что весьма любопытно, именно вот эта группа, которая происходит от буркутов, она себя все время называла татарами. Поэтому в гайнинских документах, связанных с ними документах, мы постоянно видим в старые времена астяки и татары выражение, позже башкиры и татары выражение появляется в документах. И эта татарская группа, она во время переписи уже советского периода в 20-26 году себе записала не башкирами, а татарами. Это вот две деревни недалеко от Перми, Каянова и Култаева, их население себе считало татарами. Это говорит о том, что вот среди северных групп, которые себя до сих пор почему-то считают башкирами, имеются четкие включения сибирских татар. Причем это не единичный факт. Вот сейчас уже хорошо страктована большая генеалогия, которая начинается от Уйшена Майкебия. Кстати, вот этот Уйшен Майкебия был в войсках Шибана. И поэтому вот эта группа, она фактически оказалась и в Приуралье. И мы имеем одну значительную генеалогию табынцев, которые восходят к концу 15 века. Там упоминаются даже боевые действия между двумя претендентами на сибирский престол. И если анализировать эту генеалогию, то видно, что группа табын из бассейна реки Мияс, Ишим упоминается там, Тобол тоже упоминается, они ушли в Приуралье, в Пермский край, и там участвовали в формировании населения Сылвинско-Ренского бассейна и участвовали в делах, связанных вот с более южными группами башкир. И эта генеалогия прямо показывает их путь. Я думаю, что некоторые табынцы дошли даже до Казани. На самом деле большая группа была. Это говорит о том, что вот наше представление о каком-то изолированном проживании каких-то кланов только в определенном регионе абсолютно не соответствует истине. Эти татарские кланы двигались вслед за своими предводителями и могли оказаться в совершенно других регионах, нежели их первоначальный район проживания. Поэтому я хочу поставить вопрос, мы потом, может быть, это специально обсудим, о значительном участии сибирских татар в этногенезе, в том числе и башкир северных групп. Ну, тут я хотела бы еще, Дамир Валерьевич, добавить следующее. Дело в том, что, говоря по поводу вот этих вот общих корней и общих племен, тут и вы заговорили по поводу как раз генеалогии Майкебия, там как раз упоминаются и те имена, которые потом звучат и в тех племенных образованиях, которые сохранились у нас в топонимике сибирской, то есть тот же самый Юрмы, да? Тот же самый Пикатин и так далее.
которые сохранились, опять же, в топонимике ряда населенных пунктов Вагайского района. То есть у нас тоже есть село Бекетино, Да, да. село Юрмы и так далее. То есть Тогус. Тогус, ну тут она немножко несколько с Синым, наверное, связана. Не совсем, я это сейчас скажу. Вот, но тем не менее, и поэтому, естественно, конечно, что общие корни и вот это вот движение, оно очень так вот наглядно, по большому счету, видно. Я как бы немножко к предыдущему нашему разговору немножко подниму тему. Вот вопрос у меня такой получается, Дмитрий Ильич. А вот то, что те же самые сибирские, тюменские ханы претендовали на Булгар, а потом на Казань, о чем это может говорить? О том, что у них были более сильные позиции в отношении среди в чингизидской элите, или же о каких других вещах? Как вы считаете? Это говорит о двух вещах, на самом деле. Первое, что очень важно, чингизиды, любые чингизиды имели право на любые территории. То есть, если народ в той территории их принимает, они могли сесть ханом или их могли поднять ханами. То есть, они имели наследственные права на все территории золотоордынские. Это постоянные претензии получаются. Да, вот, но здесь вот, как раз, поводу... да, здесь вот как раз исходная позиция, я считаю, что Шибан, участвовавший в завоевании Волжской Булгарии, получил право на эту территорию. И ряд его потомков там сидели. Шибаниды владели Западной Сибирью, вот Чимгитура, их столичный центр более ранний. Они владели всем Приуральем и восточной половиной Волжской Булгарии, где-то от района реки бассейна Зай и восточнее. Я думаю, что это имеет под собой значительное основание, потому что это была некая единая территория. Я не исключаю, что, скажем, то население, которое прежде там проживало еще до появления тюрок, которое называлось астяками, по-тюркски Иштяк, это был общий массив для Западной Сибири, для Приуралья и для восточных районов Волжской Булгарии. Это группа, имевшая угорские истоки, постепенно тюркизируемые, и поэтому это придавало некоторое единство данной территории. Вот обычно между историками всегда происходит дискуссия по поводу того, владение Шибана относилось к какому крылу, к левому или правому, Ок-Орде или Кок-Орде. И единого мнения до сих пор нет. Я-то думаю, что в более позднее время это была самостоятельная территория, но изначально шибаниды входили в правое крыло в Ок-Орду, потому что они были далеко на запад выдвинуты и сидели практически рядом с владениями самого Бату, центрального правительства. Потому что, ну, скажем, прежний город Белярск, Беляр – это совсем близко к Волжской Булгарии. Это претензии на Саинов трон, да, получается? Да, близко к Саину. К доминиальному владению ханов эта территория близка. Поэтому шибаниды никогда не враждовали с центральной властью, такого нет в истории. И потом они постоянно участвовали в общих походах из-за того, что территория была близка и из-за родственных бывших связей. Поэтому я считаю, что вот надо на эти факты обратить особое внимание, в том числе при трактовке средневековой истории всего этого региона. И вообще, вот сейчас, конечно, происходит локальное изучение истории, в том числе и сибирских татар. Средневековую историю локально изучать нельзя. Надо вот всю связку смотреть. Там и субстратные элементы, археологически, как это выглядит. Вот вы подняли вопрос о том, что есть некоторые топонимы, вот Юрма и Пикатин, это в Тобольском регионе. На самом деле, вот действительно, там еще здесь одно село, Тогус. Но я могу сказать, что Тогусская волость существовала в бассейне реки Иш. И оттуда недалеко, если перебраться на другой берег Камы, мы там находим Тогусскую волость еще раз в южных районах проживания пермских татар. Там такая волость существовала, источник зафиксирована. А вот волость Бекатин, как Остякская, потом Башкирская волость, существовала на территории, которая потом имела название Беловолжская территория. И я думаю, что я иногда даже задумываюсь, речь идет о чем? То ли эти группы из Западной Сибири перешли в Приуралье, но я не исключаю, что они из Приуралья перебрались в Западную Сибирь из-за перемещения населения.
поэтому здесь однозначно сказать нельзя, кто из этих групп более первична. И на самом деле весьма интересный вопрос. Вот обычно угров в Приурале связывают со старой сылвинской археологической культурой, но сылвинская археологическая культура практически не изучена применительно к XIV, XV, XVI векам. Она относится к более раннему времени на самом деле. И вот там другой археологической культуры нет, угорской, кроме вот этой, а сылвинская культура считается угорской. И поэтому вовсе не исключено, что угры, те, которые назывались астеками, это не те потомки вот более ранних угров, а может быть выселенцы из Западной Сибири более позднего времени. Или наоборот, они уже существовали, их потом увели в Западную Сибирь. Я почему это говорю? Вот мы же знаем, что в ряде тюркских источников Сибирское ханство или владение тайбугидов называется Иштякским юртом. Здесь подчеркивается не только то, что там недалеко астяки, ханты жили, и манси далековато, астяки жили, а может быть имеется в виду более старые наименования тех групп, которые уже были тюркизированы, но имели еще ряд угорских черт. То есть у нас получается такая картина, что на всей территории Приуралья, Западная Сибирь проживала старая субстратная такая общность, которая из-за того, что это была общая общность, она потом получила и оформление, внешнеполитическое оформление в виде единых таких политических образований. Вот в этой связи весьма любопытно, что сохранилась одна старая информация 1320 года. Один из венгерских миссионеров прибыл в Приуралье и описал состояние дел там. Яганка Венгр. Да, и он говорит о том, что вот Башгардия, что там есть народ, но не называет их башкирами, просто называет, что Башгардия, но татарского правителя называет. Татарский правитель там находился, и он уже был мусульманином, что очень интересно. Но по ходу рассказа он говорит, что когда он там был, из Сибири прибыл судья, представитель или сам судья, который прибыл к местному судье. Я думаю, что на самом деле имеется в виду баскаки монгольские, которые занимаются налоговыми делами, но эта информация показывает, что были постоянные контакты какие-то между вот правителем, сидевшим в Западной Сибири, и вот этим регионом Приуралья. Я это связываю с тем, что и тот, и другой регион принадлежал шибанидам, потому что они приходили как бы к своим сородичам, и при этом, конечно, эти контакты говорят о том, что так как правитель, сидевший в Башгардии, уже был мусульманином, это могло быть и одним из способов привнесения ислама в среду будущих сибирских татар. Тогда это будет уже более ранний след вот, ислама или механизм внесения в среду сибирских татар. Поэтому мы должны иметь в виду и то, что хотя сибирские татары были исламизированы при поддержке бухарцев, бухарских татар, но мы имеем информацию, которая сохранилась и в русских источниках, о том, что какие-то татары из Поволжья тоже привнесли ислам. Это может быть связано с более старыми воспоминаниями, которые относятся к более раннему времени. Это опять говорит о некотором единстве вот всей территории и тех обществ, которые там проживали. По поводу, опять же, археологических культур, которые вы сказали, по поводу некой такой общей угорской, возможно, угорского субстрата, то здесь интересные довольно-таки археологические исследования, которые проводились и нашим археологом Александром Александровичем Адамовым, который считает, что как раз вот на этой территории Приуралья, на территории, опять же, Прииртышья, существовала некая такая общая культура, но он еще пока ее не связывает с этническим, но ближе всего говорит, что это угорская, и называют ее родановской культурой, для которой были характерны какие-то некие общие черты в культуре. И один из таких вот элементов –
это они были очень хорошими мастерами серебряного дела, и считают, что как раз вот здесь вот при Уралье, как раз при Тоболье и на территории, опять же, Булгара существовали аналогичные, получается, центры серебряного дела, которые были очень близки по технике и по способам, опять же, изготовления этих изделий, и они были очень схожи. И поэтому считают, что, вот, получается, эти были центры как раз вот на этих территориях. Возможно, что как раз вот это и говорит о некоем таком вот, некоем общем субстрате, который, возможно, что даже не полностью исчез, а на него наложился некий другой уже Это тюркский очень интересный сюжет. субстрат. Наташевна, мы сейчас уже заканчиваем, но я думаю, что в дальнейшем мы еще затронем ряд моментов, связанных, например, с наименованием Сибирь, которое явно связано с этнонимом Савир. Сувары были в Волжской Булгарии тоже. И еще очень важный сюжет, связанный с кипчаками. Это целая панорама имеется по этому поводу. Сибирские татары кипчакоязычные.